Овощеводство в Гагаузии занимает особое место и играет немаловажную роль в развитии экономики автономии. Однако нормальному развитию овощеводческой отрасли в Гагаузии мешают два основных фактора. Это отсутствие качественной воды для орошения и потеря традиционных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил в ходе встречи сельхозпроизводителей в Камрате начальник главного управления АПК Сергей Бабий. Мы учитываем реалии 2016 года. Мы сегодня готовимся и с производителем фруктов, и, естественно, будем привлекать производителей овощей к тому, чтобы выходить на серьезные рынки. Сегодня рынок требует особых условий. Это по сортности, это по калибру, это по упаковке. И в этом плане та работа, которую мы сегодня проводим, привлечение инвестиций, создание холодильных камер, упаковочных дворов, которые позволят нам продукцию представить и сделать того качества, которое хочет видеть потребитель. То есть мы должны следовать заказам и потребностям рынка. Хочу сказать, что, наверное, мы будем сотрудничать и с производителем овощей в других регионах Молдовы, в том числе и с Приднестровьем будем общаться, у них большой опыт, повторюсь, и им тоже нужны рынки сбыта. Объединив усилия, дав объем, которые сегодня требуют сети серьезные в Беларуси, в России, мы сможем тогда зайти более уверенно и широко на эти рынки. Поделился своим опытом по развитию овощеводческой отрасли в Приднестровье начальник главного управления науки Министерства сельского хозяйства Федор Цибульский. Господин Цибульский назвал некоторые производственные предприятия, которые имеют хорошие показатели в своей деятельности, в кои руководствовались его рекомендациями. Эти предприятия применяют передовые технологии и новые гибридные сорта сельхозкультур, разработанные его научным учреждением. У нас направления разные идут. У нас крупные проекты, крупные овощеводческие хозяйства, которые привязаны к своим концернным заводам и работают в той плоскости, о которой говорят. Это зеленый горошек, кукуруза и разные, борщевого там немного, и томаты. Но томатов совершенно мало. Но кроме того, у нас пригородное развивается овощеводство, которое я хотел бы, оно ближе стоит к Камрату, поделиться тем, что развиваются именно те хозяйства, которые взяли на вооружение новые гибриды, сорта овощей нашего института и выращивают на утепленных грядах. И цель овощеводства вот этого пригородного получить наираннюю продукцию. У нас есть такие хозяйства, которые буквально на месяц раньше получают, чем остальные, за счет утепленных гряд с нетканого волокна, за счет капельного орошения, за счет подкормок различными водорастворенными удобрениями. Поэтому у нас целая плеяда уже хозяйств, которые этим делом серьезно занимаются. Подобные тепличные хозяйства существуют и в селах Гагаузской автономии. Например, в селе Авдарма уже более 5 лет успешно развивает свое тепличное хозяйство семья Герца. Выращивая собственные помидоры, огурцы и свою капусту, они реализуют свою продукцию тут же в селе в собственном магазинчике. О том, с какими проблемами сталкивается семья при выращивании овощных культур, мы поинтересовались у предпринимателя малого бизнеса, хозяина семьи Ивана Герца. И как колхозы закрылись, я чуть поработал в колхозе. После у нас был учитель физики, да, и муж старшей сестры. Они подняли такой вопрос: хай сделаем мы свой огород. Нету колхоза, хай сделаем. Мы посадили рано весной капусточку. После капусты там и помидоры, и то после капусты я посадил огурцов. Даже не видел нигде никогда, что огурцов можно на нитке. Просто взял от себя, забил пару столбиков, потянул. Я заметил, что они намного дольше живут, намного больше урожая выдают. И после этого решилась дома делать маленькую тепличку. Была 4 на 6 маленькая. Я там выращивал и помидоры, и огурчиков, всего. Всего 14 соток земли занимает тепличное хозяйство у молодого предпринимателя. Но эта маленькая площадь требует большого повседневного и кропотливого труда. Помогает ему в этом его семья, жена и дети. Тяжело, большая ответственность и у детей, и у меня, и у него, у самого, потому что чуть не уследил, чуть прозевал, уже или заболели, или какую-то заразу, инфекцию. Это тоже как маленькие дети, за ними уход нужен и любовь. Полив у меня капельный идет. Даже его можно
Вон, видно шланги капельные снизу. Сверху обязательно пленочку черную. Это что способствует пленочка, она помогает на уничтожении сорняка. Во-вторых, она сохраняет влагу. Подобные тепличные хозяйства по выращиванию овощеводческой отрасли имеются в Гагаузии и в других селах автономии. На данной встрече, состоявшейся в Камрате, участники обменялись своим опытом в производстве и реализации овощеводческой продукции. Опыт соседних регионов, в частности Приднестровья, обмен информацией всегда способствует развитию собственного производства, придает уверенность и помогает смело шагнуть вперед в этом направлении, отметили сельхозпроизводители на встрече.